Лестер Самрелл. Воинственная церковь. Введение. Мир находится на пути к катастрофе и даже не подозревает об этом. Наступают последние времена, но мир не знает, что ждет его впереди. Буквально со всех сторон слышно о беспорядках, мятежах, войнах и голоде. В других же местах мужчины и женщины живут в роскоши, немало не беспокоясь о нищете и голоде. Они прожигают жизнь, напиваются, женятся, разводятся, женятся снова, занимаются гомосексуализмом, рвутся к власти, и не видно этому конца. Человек думает, что мир – это игровая площадка. Но воинственные христиане знают, наш мир – не игровая площадка, это поле битвы. «Мы здесь не для войны», — говорит мир, — «мы здесь, чтобы порезвиться». К сожалению, многие христиане разделяют эту точку зрения. Они не любят признаваться в этом, но стиль их жизни, поведение выдают их. Беззаботное, плотское христианство. Тебе не нужно так уж глубоко копаться в истории, чтобы увидеть, что жизнь сильно изменилась со времен отцов-основателей и раннего периода развития нашей страны. В данном случае имеется в виду США. Глубокая пропасть лежит между воззрениями современного человека и людей того времени, когда христианство оказывало преобладающее воздействие на умы американцев. В чем же разница? Наши предки знали, что мир – это поле битвы с грехом, с дьяволом и адом с одной стороны и Богом, праведностью, небесами и Божьим народом с другой. Они выяснили для себя, что в этой войне не может быть нейтралитета – жизнь или смерть, небеса или ад. И если хочешь победить, то нужно сражаться на правой стороне, вместе с Богом сокрушать дела дьявола. Война реальна, длительна, она насмерть, она будет продолжаться до тех пор, пока ты живешь здесь, на земле. Небеса – это дом, где солдаты наслаждаются миром и покоем, и он приготовлен Богом для тех, кто любит Его, кто служит Ему и верит до конца. Итог подводят в конце. На небесах нам не нужно будет оружие. Мы сможем отбросить его, как только войдем во врата рая. Там нам выдадут венец победителя и ризы праведности, приготовленные для стойких. Читайте об этом в книге Откровения, 6 глава, 11 стих, 7 глава, с 9 по 17 стих. Но сейчас, в промежуточное время, громадные духовные силы противостоят друг другу в этом мире, и мы находимся прямо среди них. Зло напрягает все свои силы для того, чтобы уничтожить добро, но против сил зла выстраиваются небесные ангелы, которым помогают Божьи люди веры. Это война. Она требует от христиан воинственности. Эта книга обращена к тем, кто призывает имя Христа с призывом облечься во всеоружие Божье и выступить против дьявола. Это призыв ко всем христианам активно участвовать в войне, взять меч Духа, Слово Божье, и использовать его под водительством Духа Святого.